Кавказская война. Вот, но, к сожалению, все дома, которые еще от царского времени остались, они на частной территории, и поэтому вы их особо и не увидите. Единственное местечко — это беседка влюбленных или что-то такое. Не помню, как она точно называется. Вот ее можно сойти сверху с горы и посмотреть на нее на частной территории. Но это нужно очень хорошо начитаться про Романовых, чтобы туда полезть в здравом уме. Вот. Спросил, когда в Поляну первый раз, это в 98-м году я здесь первый раз приехал. А полноценно уже в 14-м. Считай, в 15-м. Я же приехал сюда не так давно, но приехав, оставил частичку души здесь. Вот. Еще погулять куда здесь, Валера, вот где мы начали подниматься наверх, да, вертикально так, ну, на Чешху посмотреть. Там налево есть тропа на гору Монашка. Она очень низенькая, она вот прям сразу за этим перегибом. Вот, и на Монашке могилка Ефремова. Ефремов — это тот человек, который популяризировал Красную Поляну до такого состояния, что здесь в конце концов все-таки сделали Олимпиаду. То есть в 20-х годах он первый раз здесь оказался, когда еще ни турбазы, ничего здесь не было. Вот, а первая турбаза, которая здесь появилась, это горный воздух. Это первая остановка, когда въезжаешь в Красную Поляну на автобусе, там, где магазин «Золотая Нива». И там же в советское время построили первый отель. Это отель «Пик». Вот, сейчас он, конечно, в печальном состоянии, перекупается, продается во все стороны. Вон здесь наверх налево дорожка пошла, и можно подняться к беседке любви, которая еще со времен Романовых здесь осталась. Нам нужно пройти через санаторий. Санаторий называется Красная Поляна. Мы его, когда сверху, если получится, увидим. Там очень нетипичная растительность для всего этого высокогорья. Газ тут провели не так давно. Заметил. Ага. А вот, видишь, закушка стоит. Да, и тут как хорошо получается. Что? Видео? Да, я вот здесь... Да. А ты как Здесь наверху вертолетные площадки, внизу тоже вертолетные площадки. Здесь их порядка 8 или 10 штук, я точно уже не помню. Это столько вертолетов площадок? Да, здесь все, что мы будем видеть, когда проедем наверх в горы, здесь все строилось при помощи вертолетов. То есть стройка была дорогущей. Вот это жилые гаражи. Это одно из самых бюджетных видов жилья в Сочи. Ну, в реальности, жилой гараж. То есть это гараж с надстройкой, где живут люди. Сейчас этот жилой гараж минимум 3-4 миллиона стоит. Ну и люди живут, где им еще жить. А квадратура какая? Ну, Обычный гараж. 6 на 8, да. 6 на 4. 18-24 метра. Роднички у нас на каждом углу. Это прям дорого стоит. Вот как краснополянские бани, так и роднички. Прям обязательно. Вот тут пищевый язык. Своеобразно. Двухкомнатную квартиру, например, за сколько можно приобрести здесь? Ну, Дорого. дорого. 1
11-12 миллионов будет стоить. 11-12 миллионов. Дорого. Сейчас однушка, ну вот 7 где-то. 7-500 это минимум сейчас. Однушка 7 миллионов. То есть в Рязани за эти деньги можно, не знаю, подъезд купить. Не подъезд. Сейчас Ну, тоже ну, цены этаж, выросли, да. Беларусь. С огромной территорией тоже очень хорошо видно будет сверху. Да, потому что все-таки дождь вчера был. Ну, я тебе говорю, Погода нас балует. Мы приедем, погода хорошая, я же сразу говорил. И про купе я тебе говорил, все будет наше. Так что все нормально. Значит, только единственное у нас где получилось, это... Ну, можно на крышу, потому что пристав. И едем в Эстосадок. Справа вот эта вот улитка, это железнодорожный вокзал. Ну, причем железнодорожный вокзал вот этот называется Эстосадок. А вокзал Розы Хутор, он находится тоже не на Розе Хутор. То есть здесь по географическим названиям все перепутали так, что понять где, куда, что вообще невозможно, особенно с первого раза.